сухие листья возле трубы. Противопожарная ситуация тут. То есть пожароопасная. Так. Все куски. Нормально, шифера нету, блин. Что было? С того материала исправился. На широкую ногу я никогда не жил. Не знаю, что-то пригодится, нет, из этих кусков. Так. Ситуация какая у нас? Ситуация. Север. Так. Если я сломаю, гвоздь держит. Еще. Вроде все. Так. Что ты будешь делать, блядь? 100 гвоздей. Біля там десь ящина. Фу. Вот такой кусок жести. А, блядь, 7 на гвоздей тут было. Фу. Так. Так. Примерно. Не спеша, наверное, буду пилить. Так. Заметку. Как же быть? Так, в этом углу. Это не надо. Это надо. Это надо. Это надо. Туда надо еще куда прибить. Так. Это надо. Так. Сейчас. Немножко
ширка. Так. Одну доску еще надо спилить, и, блин, там упора не остается. Доску надо. Упора нет. Придется спуститься. Так, гвозди надо. И, в принципе, это хорошечно будет. Саморез хорошо. Ой, но гвоздь лучше. Ой, фу, блядь. Ну вот, укрепил как надо. Сейчас еще одну доску спилю. Так, где же он? Ага. Ништяк. О, блядь. Опа! Упала шляпа. Так, все. Сейчас уже будем обратно собирать этот пазл. О, блядь. Вообще класс. Так. И тут надо еще спилить.
подальше получилось. Хотя бы сантиметров 5. И уже я еще кусок трубы привез, а это уже не надо. 2 трубы вполне достаточно. Все. Только так. Ну что, ребят, вот наша конструкция. Сейчас из старых, что есть шифера, буду ложить. И потом еще сверху лист оцинкованный. И все, в принципе, готово будет. Вроде безопасно, ширина вполне достаточно. Где-то 30 сантиметров до доски. У меня до этого была вообще в упор доска. Ну, очень высоко. Еще вон ту оцинковку сюда еще одену, и вообще класс будет. Дороче. Работу закончил на крыше. Вот так все выглядит. Закрыл, что было, чем, что смог. Вообще закрыл из всего того, что было. Вот. Тут такой вот, ну, вроде отверстие не очень большое. Посмотрим, как тяга будет. Если что, приподнимем. Повыше сделаем. Эта труба здесь остается. Ну, инструменты я забираю и спускаюсь. Надо убраться. И на сегодня работу будем заканчивать. Стихло, ветер стих. Вообще штиль такой. Вот такой вид с крыши.
Антенна старая, ни хрена не ловит, бесполезно. Никакое радио тут не работает. Все, в общем, спускаюсь. Ну что, ребята. Старая труба там лежит, диаметром где-то 150-180, наверное, потому что у меня 130-ка, как маленький-маленький возле него там стоит. Вот. Я думал, уже работу я закончил, но у меня работа еще на чердаке будет. Там мне надо возле трубы, возле досок обезопасить доски, обложить кирпичами и, в общем, здесь еще закрыть. Вот, расслабляться пока некогда. И в избушке уборка. Очень много там всего хорошего. Конечно, чуть-чуть темновато тут. Но смотрите сами. Вот. Ну, как все сделаю, ребят. Включусь. Растопил. Тяга пойдет, нет, фиг знает. Немножко волнуюсь, честное слово. В принципе, дома я показывал, проверял один раз. Так. Пошла тяга. Есть контакт. Мало дровишек. Дровишек мало. Немножко там бумажки еще. Ну, дым пошел. Дым идет. Вечером перед сном, наверное, немножко также затоплю. Или растоплю, затоплю. В общем, немножко, чтобы чуть-чуть хоть тепло было. Погасло. Береста нужна. С берестой-то веселее. Горит. Все нормально. Не дымит, самое главное. Все четко. Вот. Обложил, короче, здесь кирпичи. Один ряд. Ну все. Пусть работает, греет нас. Тут буду обложу тоже кирпичи по бокам ради безопасности. И все. Немножко прогнулась тут. Кирпичи тоже для безопасности там. Ну, завтра, наверное, покажу, если что. Блин, здесь вообще жестко. Груза много, наверное. Нехорошо. Другого варианта у меня нету. Ладно, пока так оставим. Где-то там вертолет пролетел. У меня камера была
в избушке. И печка еще дымит потихоньку. Я сходил на рыбалку. Уже солнце село, но у нас еще светло. И с утра я говорю, сегодня буду готовить рыбу. Вон, смотрите, щука попалась и 2 окуня. Я это пожарю сегодня на этой сковороде. А голубцы я остатки просто выкинул, бля. Они так мне не понравились. Вот, немножко осталось, там пол голубца я это выкинул. Вот, сейчас я это по-быстрому почищу и будем жарить. Готовить ужин и отдыхать. Все, на сегодня шабаш. Честное слово, хватило нам достаточно. Вот такая щучка. Вот. Самый раз. Вот эта свежевыловленная рыба самая вкусная. Обалденно вкусная она. Скажем, если в холодильнике держать, многие рыбачат, ловят много, затолкают в морозильник и потом месяцами держат там его, как, я не знаю, как Ленин в мавзолее там лежит. Вот так рыбу держат, а вкус-то теряется. Надо меньше ловить и, как сказать, почаще, ну, чтоб свежая была, а не ведрами. От этого толку никакого нету. Вот. Вот такое жаркое, смотрите, ребят. Нервишка-то дергается еще. На сливочном масле пожарю. Именно на сливочном. Все равно у меня надо это масло съесть, а то пропадет. Вот немножко так подержу. Пусть соль пропитается. И пожарим. Хороший ужин будет сегодня у меня. Вообще отличный. Комарье появляется. Немножко затопил печку. Пусть чуть-чуть подогреется изба. Потеплее станет. Потому что снизу все равно сырость идет. Запах дыма по тайге пройдет. Пусть живность, что есть здесь поблизости, поймут, что они не одни. К ним пришли гости. И хочу сказать, ребят, хорошая новость это. Потому что я уже второй раз сюда поднимаюсь на вторую избу. На лодке езжу. И я за эти 2 похода немало видел уже рябчиков. Все по парам, но уже, наверное, вот сейчас вот в этом походе, в прошлом походе все парами были. А сейчас вот только одиночек много раз видел. И ну, тоже свистят вдоль реки. Все самцы. И уже без пары. Наверное, все-таки они уже, видать, на гнездо уже садятся. И если не будет заморозков, ничего, никакой беды не будет в природе,
осенью, думаю, будут рябчики. Потому что зимой вот я на первую избу, когда ходил, на один или две штуки, наверное, вот свистели, даже не видел, а вот именно вот они следы видел, их не свист слышал. А вот сейчас, вот в данный момент, наша природа как же это, блядь, заклинила опять, ёпта, о- ожила, что ли, оживляется ли, как это по-русски, ловже, короче. И как мужики мне говорили также, что на токах косачей видели и тетерок очень много видели. Видать, подтягиваются птицы. Ну, боровая птица такая, что я думал вообще все исчезло, погибло, но, видать, они мигрируют также. Про косача точно скажу, что они мигрируют. И прошлую осень не было птицы, позапрошлую осень очень много было рябчиков. Прям в сторону Богородска, когда вот по трассе едешь, там мужики очень много настреляли, говорит, там как, ну, блин, как партиями вообще, партиями. Это, если, скажем, живущие вот здесь вот, что вот живет, скажем, пара, там пара, а не 10 и не 20. Если такая куча, значит они куда-то уходят или наоборот приходят. Вот. Ну, я работу закончил, вот и начал болтать. Просто вот мне хочется поговорить и все. Слышите птиц, слышите тишину. Я кайфую, просто вот кайфую. Завтра у меня фронт работы до хрена еще. Может, завтра я еще не выеду отсюда. Разобраться с этими кирпичами. Еще дополнительно другие работы есть. Что как буду делать, конечно же, буду показывать. Ох, как... Слышите, как гудит паровоз. У меня, наверное, газ закончился там. Ну да, чайник поставил. Уф, уже жара. Моментально все. Чуть-чуть я подкинул. Чуть-чуть. Немножко дым так просачивается, когда открываешь дверь. А так, в принципе, все. Ништяк. Посмотрим, насколько выдержит моя печь. Сколько лет. Ну, 3 миллиметра толщина. О, жара. Не, руку не выдерживает. Жарко там. Газ горит. Все ништяк. Ой, бля, поясница что-то у меня. Уху. Вот. За прошлую осень вот охотился вот тулан, вот только вот с помощью тулана вот мы добыли только одного зайца. Сами видели, какая была охота. Вообще ни о чем. Вот. Но не от меня зависит, не от моих собак это зависит. Нашей добычи, что вот мы добываем, это в прошлом году вот что было. Просто вот птиц вообще голые тайга была. Не знаю, что в этом году у нас ожидает, какая будет там, как сказать, урожай. Сейчас в данный момент начала цвести вот, вон она, начала цвести вот черника. Самая главная ягода для для боровой птицы. Так они цветут каждый год, очень много, вон, видели, сколько их? На каждом кустике цветок. И по-новому сейчас уже надо скосить вот эти березы. Вон. Это надо скосить. Просто вот если сейчас я этим не займусь и осенью не займусь, здесь будет тайга. Здесь ничего не будет. Я каждый год, 2 раза в год я скашиваю, чтобы здесь вот это не заросло.
Вот немножко прикрыл, сразу вот дым начал больше идти. И так вот засоряется труба вот там. Быстрее, конечно, засоряется. Ну, для того я и сделал как бы буржуйку. Ничего страшного. Блин, мне сейчас в данный момент все нравится. Моментально жар дает. Хорошо. Ладно, сейчас я буду готовить ужин. Дверь у меня открыта. Я слышу пение птиц. Все это я слышу хорошо. Кукушка, между прочим. Прошлый поход кукушки еще не было. В этом походе уже есть. Они прилетели. За каких 3 дня там все уже поменялось. Все меняется на глазах. Зеленеет все. Птиц, вот кукушки прилетели. Наверное, уже барая птица на гнездо села. Утки, наверное, сядут уже тоже. И самое странное для меня, вот для меня это как-то странно, вот то, что вот с подсадной уткой на месяц охоту открыли. Блин, сейчас, если мне лично стыдно сейчас с ружьем ходить, мне лично стыдно. Вот я пойду с ружьем, мне, блин, у меня голова упадет от стыда. Сейчас уже все на гнезде, зачем их трогать вообще? У нас в Карткоровском районе, вот, знаете, вот, если честно так, открыли бы вот с 25 апреля и по 15 апреля, мая, достаточно. Все ништяк было бы. Ну и в этом году тоже четко открыли. 5 по 14. Фу, блядь, 14 я уже, 13-14 я сюда приезжал. Уже, считай, уток мало. Основное уже улетело. И потеплело уже все. Нормальные охотники в это время уже никто с ружьем не ходит. Никто. Зачем нам месяц открывать с подсадным, блин? Сейчас уже удочка в руках надо держать. Вот. Постельное уже постелил. Тепло. Ташкент уже. Я уже, блин, когда уже я лягу спокойно, вот, и буду отдыхать. Я жду не дождусь.